Доброе утро, ребята! Как у вас настроение? Хорошее? Начинаем урок математики. Сегодня на уроке математики вы будете не просто учениками, а учениками-исследователями. А кто такой исследователь? Какого человека называют исследователь? Давайте обратимся к толковому словарю Ушакова и узнаем, что исследователь – это лицо, занимающееся научными исследованиями. И вот сегодня мы с вами на уроке исследуем тему единицы массы. Познакомимся с новыми величинами. Узнаем, для чего нужны единицы массы. Какая единица массы больше килограмма, но меньше тонны. И, конечно же, нашими постоянными помощниками будут внимание, память, смекалка, любознательность и тот багаж знаний, который вы уже имеете. Вы готовы? Ну, тогда в добрый путь. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Найдите лишнее слово в каждом столбике. Почему слово «вкус» оказалось лишнее? Правильно, вкус – это не величина. А почему же величина килограмм оказалась лишней? Это единица массы. А что такое величина? Ребята, величина – это свойство объектов, которое можно измерить. О какой величине мы будем сегодня говорить, вы узнаете, если разгадаете ребус. Посмотрите на экран. Молодцы! Вы правильно разгадали ребус. Это слово «масса». Да, слово «масса» сегодня очень нужное на нашем уроке. Какие единицы массы вы уже знаете? Килограммы, граммы. Какая существует взаимосвязь между единицами? 1 килограмм равен 1000 грамм. Запишите это в тетрадь. Давайте с вами скажем, какая из двух величин самая маленькая? Правильно, граммы. А для чего нужна такая единица массы? Чтобы определять массу очень маленьких и очень легких предметов. Скажите, пожалуйста, а какими приборами пользуются для измерения массы? Совершенно верно, весами. Посмотрите на экран. Это безмен. Это весы, и им часто пользуются в повседневной жизни, когда нужно узнать массу сумки, пакета, взвесить фрукты или овощи. Массу каких предметов, находящихся в классе или рядом с вами, вы могли бы измерить? Я уверена, что вы сразу подумали о портфеле. Как вы думаете, кто из владельцев портфелей дольше сохранит правильную осанку? Конечно, тот, у кого портфель легче. Ребята, поэтому в портфеле надо носить только самое необходимое. И мы с вами имеем массу.
Можно ли ее измерить с помощью безмена? Конечно, нет. Для измерения массы людей существуют напольные весы. Посмотрите на экран. Если у вас дома есть напольные весы, измерьте свой вес. Ребята, бывают кухонные весы. Ими пользуются ваши мамы и те, кто следит за фигурой. Взвешивают продукты и подсчитывают калории. При помощи кухонных весов вы можете узнать, сколько картофелин в 1 килограмме, сколько яблок в 1 килограмме. Если нужно узнать массу одного яблока, какой единицей массы вы воспользуетесь? Правильно, грамм. А если нужно узнать массу ящика с яблоками? Килограммами. Ну а если нужно узнать массу целой машины с яблоками? Ни грамм, ни килограмм не подходят для измерения такого большого и тяжелого груза. Так что же мы можем предположить? Возможно, для таких больших грузов существуют другие единицы измерения массы. Какие единицы измерения массы вы знаете? Грамм, килограмм, центнер, тонна. А что тяжелее, центнер или тонна? Правильно, тонна тяжелее центнера. Запишите в тетради новое соотношение единиц. 1 центнер равен 100 килограммам. 1 тонна равна 1000 килограмм. Ребята, слово «тонна» с греческого языка означает «бочка». Слово «центнер» с греческого языка обозначает «весящий 100». Посмотрите внимательно на запись, которую вы сделали, и ответьте на вопрос. Во сколько раз 1000 больше 100? Правильно, в 10 раз. Значит, можно отсюда определить, сколько в 1 тонне центнеров. Запишите. 1 тонна равна 10 центнерам. Расположите единицы массы в порядке возрастания. Готовы? Проверяем. Итак, ребята, давайте с вами закрепим те знания, которые сегодня мы получили на уроке. Выполним следующее задание. Выразите в килограммах. Хорошо. А теперь нужно выразить в граммах. Молодцы. Выразите в килограммах и граммах. Отлично справились с заданием. Мы сегодня познакомились с такой величиной, как центнер. Выразите в центнерах и килограммах. Проверьте свои знания. А теперь немножко отдохните и заодно будем расширять свой кругозор.
среди животных, как и среди людей, есть свои рекордсмены, достойные того, чтобы оказаться в книге рекордов Гиннесса. Кто-то признается самым сильным, кто-то самым быстрым, а кто-то может похвастать лишь своим весом. Самым большим и одновременно самым тяжелым животным на нашей планете признан синий кит. Масса синего кита может достигать 150-200 тонн. Детеныш синего кита за сутки прибавляет в весе до 100 килограмм. Ребята, это 75 грамм каждую минуту. Найти достойного соперника синему киту просто невозможно. Ведь даже динозавры, причем самые огромные, не могли бы похвастаться столь мощным весом. На суше, как нам известно, рекордсмен в тяжелом весе – это слон. При длине 6 метров он весит больше 6 тонн. А среди птиц самой крупной считается страус. В противоположность самым тяжелым животным на нашей планете существуют и живут самые маленькие и мелкие животные. И снова задача. Послушайте. 3 мальчика вступили в спор. Один из них считает, что масса бегемота 3 тонны. Другой утверждает, что масса бегемота 3000 килограмм. А третий вовсе называет 30 центнеров. Кто же прав? Можно ли утверждать, что кто-то из ребят ошибается? Нет, правы все, так как выразили массу бегемота в разных единицах. Давайте с вами познакомимся с мерами массы, которые использовали в старину на Руси. Они и сейчас иногда встречаются нам при чтении художественных произведений. Посмотрите на экран. 1 пуд – это 40 фунтов или 16 килограмм. 1 фунт – 410 грамм. И 1 золотник – 4 грамма. Ребята, старорусские единицы массы и сегодня встречаются в пословицах и поговорках, фразеологизмах. Посмотрите на экран, прочтите. Давайте объясним смысл пословиц или поговорок. Мал золотник, да дорог. Смысл в том, что дело не в размере, а в его ценности, неважно, насколько большой или дорогой предмет, а то, насколько он важен. Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь. Это нужно очень хорошо знать кого-либо,
чтобы съесть так много соли, а пуд – это 16 килограмм. Нужно прожить с человеком долгое время. И третье. Узнаешь, почем фунт лиха. То есть узнать, понять, как тяжело в горе, как тяжелы испытания, беды, испытать горе, большие неприятности, трудности. Телеурок. Итак, ребята, оцените свою работу. Перед вами весы с чашками. Если вы считаете, что вы все поняли на уроке и можете самостоятельно выполнять переводы единиц массы, то кладете на правую чашку свою гирьку. Но если испытываете затруднения, то гирьку кладите на левую чашку. Спасибо вам за урок. До новых встреч!